В эфире нашего канала «Актуальное интервью» в субботу, 13 апреля, по всему миру будет проводиться образовательная акция «Тотальный диктант». Идея этого флешмоба возникла в далеком 2004 году в Новосибирском государственном университете. Идея диктанта проста. Раз в год те, кто умеет писать, вне зависимости от возраста, пола или социального положения в обществе, собираются вместе и пишут диктант. Об особенностях этого года и планах по развитию акции мы поговорим с гостем студии. Это кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Анна Шкатуляк. Анна Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Диктант проводится не первый год. Есть наверняка уже и какие-то постоянные участники. Насколько расширился круг участников акции в Якутии в этом году? Мы в основном являемся организаторами акции в Якутске, в самом городе Якутске. Но действительно в последнее время география диктанта расширяется. И в этом году к нам присоединились новые, скажем так, субъекты диктанта. Когда мы начинали писать диктант в 2013 году, достаточно уже давно, было всего лишь 300 человек. В прошлом году было более 1000 человек, участников тотального диктанта. Да, география расширяется. А какую аудиторию вы ожидаете увидеть на тотальном диктанте? На самом деле аудитория разнообразная. Это и наши студенты нашего университета, это и люди, которым просто интересно поучаствовать, проверить свою грамотность и даже послушать текст современного писателя. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то определенная аудитория. Разные. И у нас отличники разные. Это были и пенсионеры, это были и молодые люди, это были и люди, которые работали в правительстве, и люди, которые, обычные учителя, инженеры и так далее. С ростом популярности тотального диктанта и расширением географии, какие сложности возникают именно в техническом плане проведения этого мероприятия? Наверное, основная у нас была проблема – это размещение участников в первые годы. Но сейчас мы эту проблему решили. Достаточно вполне площадок, их много площадок, они объемные площадки. Это, во-первых, Национальная библиотека предоставляет нам огромные залы, это университет предоставляет огромные залы. И с прошлого года тотальный диктант проводится на площадке музея «Россия. Моя история». А будут ли какие-то нововведения в этом году? Особых нововведений нет. И это хорошо, потому что это говорит о том, что акция имеет свои традиции. И, конечно, мы стараемся каждый год привлекать, наверное, новых гостей, которые диктуют, являются диктаторами этого тотального диктанта. А насколько сложные вопросы, задания? Тем, кто знаком с правилами русской орфографии и пунктуации в пределах школьной программы, вполне достаточно просто эти знания освежить. И есть такой сайт специальный «Тотальный диктант», где как раз указываются те правила, на которые нужно обратить внимание. И надо сказать, что текст тотального диктанта каждый год пишется специально, пишется одним из современных писателей. В разные годы это были разные люди. Это были Стругацкие, тогда они были живы. Один из братьев Стругацких, тогда он был жив. Это Дина Рубина, это Захар Прилепин. В этом году у нас Борис Павловский пишет, автор диктанта. И он у нас, Павел Басинский, автор тотального диктанта, текста тотального диктанта. Это тоже современный писатель, но помимо того, что он писатель, он еще критик и литературовед. А если не секрет, то кто будут диктаторы в этом году? Диктаторами в этом году будут в первую очередь преподаватели филологического факультета. Но также у нас присутствуют и гости, которые тоже выступают в роли диктаторов. Это Сусоев Александр Владимирович, председатель первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного университета, и Алексей Соколов, директор телеканала «Якутск-24». А если не секрет, то по каким критериям вы отбираете этих людей? На самом деле, мы, конечно, спрашиваем их желание. Есть ли желание? Обычно желание есть. И особых критериев нет. Возникает идея, и мы ее используем. Иногда мы привязываем к году, то есть, когда у нас была литература, мы приглашали поэта. Когда был у нас год
культуры мы приглашали артистов русского драмтеатра. А в этом году вот решили таких. Ну, Сусоев у нас диктует уже 2-й год. Поэтому традиция складывается. Вот эти люди, популярные, известные люди, может быть, чьи-то даже кумиры, они каким-то образом привлекают людей, дополнительным стимулом являются или нет? Я думаю, что да, потому что вот как раз акция «Тотальный диктант» в Новосибирске, она, скажем так, получила резонанс и получила огромное количество участников именно тогда, когда они пригласили вот такое публичное лицо. И я думаю, что и мы, привлекая публичные лица, привлекаем, соответственно, следствие привлекаем и участников «Тотального диктанта». А вот как вы считаете, сильно ли изменился язык под влиянием интернета? Вот даже когда в телефоне печатаешь, там автоподбор, сразу правильное слово выходит. Ну, на самом деле, язык – это… Вот всегда возникает этот вопрос, всегда. И надо сказать, как всегда мы об этом говорим, филологи, что язык – это живая система, живая структура, и она чутко отвечает на запросы общества. Хотите вы не использовать знаки препинания? Пожалуйста. Хотите вы жаргоном пользоваться? Пожалуйста. То есть по большому счету язык не портится, это портим мы его с вами. Но по вашему опыту, наверняка вы знакомы с проведением тотальных диктантов у нас в стране, может быть, какие-то примеры зарубежные рассматривали. Есть ли какая-то особенность проведения диктанта этого именно у нас в Якутске? Ну, на самом деле особых особенностей, хорошо звучит, особых нет специфических черт тотального диктанта на территории республики. Ну, потому что это диктант, это, в общем-то, знакомая форма, со школы нам знакомая форма. И когда пишем мы диктант, мы пишем его с учетом правил, и никакие особенности нашей речи на него не влияют. А можете ли вы сказать, что интерес к диктанту продиктован стремлением повысить свою грамотность? Или это мода, как участие в флешмобе каком-то? Конечно, мне как филологу хочется сказать, что это продиктовано желанием повысить свою грамотность. Но даже если это веяние моды, я рада, что мода есть на грамотность. Для меня, для филолога, это просто бальзам на сердце. А вот если кто-то из участников боится, что у него будут плохие результаты, ну, из-за этого бояться не нужно, потому что одним из принципов тотального диктанта является принцип опциональной анонимности. Когда участник диктанта заполняет листочек, пишет свое имя, это имя известно только проверяющему и участнику диктанта. И оценка будет известна тоже только ему и проверяющему. Мы озвучиваем только отличников, больше никого. Но что касается результатов, а кто и как проверяет эти диктанты? Проверяет тоже преподаватели филологического факультета. И, ну, конечно, нельзя сказать, что они проверяют, вот, опираясь только на собственный опыт. Большую помощь в этом оказывает и сам фонд поддержки грамотности населения, это фонд Новосибирский, организатор этой акции, который предоставляет огромное количество материалов справочных, которые помогают проверить работы участников диктанта. Напомните еще раз, на каких площадках в этом году состоится тотальный диктант? Так, ну, обычно и традиционно наши партнеры – это Национальная библиотека. Национальная библиотека предоставляет нам огромное количество площадок. Потом это университетский корпус. Все знают, что корпус у нас есть Кулаковского, 42, с колоннами. Вот туда мы приходим и там пишем диктант. И есть такие закрытые корпоративные площадки, и площадка есть на территории нашего музея «Россия. Моя история». Но что касается диктанта, который пройдет в эту субботу, что бы вы могли посоветовать будущим участникам, ну, какие-то, может быть, действия предпринять предварительные, и как можно привлечь тех, кто еще, может быть, сомневается или вообще не хочет участвовать в этом? Ну вот акция добровольная, поэтому с теми, кто не хочет, я думаю, наверное, не смогу им ничего посоветовать. А вот те, кто хочет, я им настоятельно советую зайти на сайт тотального диктанта. И, конечно, мне хочется сказать, что эта акция не была бы проведена в нашем городе, если бы не наши спонсоры. Традиционно им уже выступает уже не первый год, это Алмаз-Эргиенбанк, присоединился к нам тоже Сбербанк и профсоюзная организация, первичная профсоюзная организация студентов, а также русская община. Анна Валентиновна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию.